Вітаю в етері Суспільного, програма «Тема дня Крим». В студії з вами ведуча Лариса Волошина. 7 років тому Верховна Рада визнала кримськотатарський народ корінним народом України. Відповідну постанову про заяву Верховної Ради України щодо гарантії прав кримськотатарського народу у складі Української держави парламент ухвалив 20 березня 2014 року. Цим документом Верховна Рада також приєдналася до Декларації ООН про права корінних народів та гарантувала право кримськотатарського народу на самовизначення в межах Української держави. Документам доручалося уряду підготувати проєкти нормативних актів для законодавчого врегулювання даного питання. Тож більш докладніше про те, що ж відбувається з гарантуванням прав корінного кримськотатарського народу, ми поговоримо з нашим гостем. З нами в ефірі Ескандер Барієв, член Меджлісу кримськотатарського народу, голова Кримськотатарського ресурсного центру. Вітаю вас, пане Ескандере. Добрий вечір. Ну, от ми читаємо 7 років. Документ, постанова Верховної Ради не тільки визнає статус кримськотатарського народу як корінного народу України, а ще й доєднується до декларації, яка гарантує права. І насправді обговорює, дає певну гарантію кримськотатарському народу. 7 років. Що відбувається на сьогоднішній момент? Як просувається ще те доручення про підготовку відповідних законодавчих актів для врегулювання даного питання? Це я так цитую. Ну, на самом деле все действительно очень сложно, очень тяжело. И я бы сказал вот таким образом, что данное постановление, оно было принято 20 марта на основании обращения Меджлиса кримськотатарського народа от 15 марта 2014 года к Верховной Раде Украины и всему украинскому народу. Вы же понимаете, это было в преддверии так называемого референдума. Это был как раз тот период, когда активно уже, скажем, уже начали проявляться российские непосредственно военные. И понятно было, что здесь очень важно было, какой посыл дать, во-первых, коренному народу Крыма и таким образом дать посыл всему миру, что позиция коренного народа отличается от позиции, скажем, так называемого референдума. И поэтому 20 марта появилось это постановление. Данное постановление было принято законодательным органом Украины. Это говорит о том, что этого достаточно для заявления, для придания статуса. И действительно этим заявлением был придан статус крымским татарам. Крымские татары были признаны коренным народом Украины. А как вы уже сказали, было заявлено о присоединении, вернее, о поддержке. Ну и потом, уже в апреле 2014 года, официальная миссия Украины в ООН присоединилась своим заявлением к данной декларации. Теперь что же происходит сегодня? Если мы обратим внимание, то в данном постановлении было четко поручено Кабинету министров разработать непосредственно все законодательные акты и нормативно-правовые акты, связанные с урегулированием данного вопроса. Да, уже 7 лет крымские татары являются официально признанным коренным народом Украины. Да, 7 лет Меджлис и Курултай являются официальными органами в Украине. Да, уже 7 лет в соответствии с этим постановлением Украина гарантирует право на самоопределение коренного кримськотатарского народа в пределах украинского государства. Так теперь что у нас происходит? К сожалению, несмотря на то, или какая динамика была за все это время, я могу сказать, что только в 2 законах, в которых вносились изменения Украины, учтены интересы коренных народов, и то они учтены достаточно поверхностно. Если мы возьмем закон про освиту, то в данном законе четко в статье 7 говорится о том, что государство гарантирует получение образования на родном языке для коренных народов, как дошкольное образование, так и образование в средней школе. Также говорится о том, что далее, когда мы берем закон о защите и развитии украинского языка как государственного языка Украины,
то, к сожалению, там все ссылки идут на некий закон о коренных народах, который не существует сегодня в природе. А далее были попытки действительно о коренном народе указом президента Украины от 2015 года в стратегии по обеспечению прав человека в Украине. И на основании данной стратегии в плане действий было предусмотрено и поручено Кабинету министров до 4 квартала, вернее даже Министерству культуры Украины до 4 квартала 2016 года разработать законопроект для того, чтобы его дальше можно было бы рассматривать. К сожалению, мы видим сегодня, что по сегодняшний день нет основного закона. Это закон о коренных народах. Потому что как раз-таки этот закон, он регулирует все остальные вопросы. Да, у нас получается есть коренной народ, но нет законодательно прописанной дефиниции, кто такой коренной народ в Украине. Не прописано, скажем, есть у нас официальные органы Курултай и Меджлис, но не прописаны законодательно их место в правовом поле Украины. У нас, когда мы говорим в целом, в дальнейшем о законодательстве Украины, то это как минимум должны быть внесены изменения, дополнения порядка 10 законов Украины. Это и бюджетный кодекс, это и налоговый кодекс, это и закон об объединении граждан и так далее и тому подобное. То есть вот здесь как раз-таки в приконцевых положениях закона о коренных народах должно быть прописано, в какие законы необходимо внести дополнения, изменения, чтобы регулировать данный вопрос. Поэтому здесь, конечно же, я считаю, что учитывая то, что сегодня Украина находится на стадии или в стадии войны, что территория коренного народа, где сформировался крымско-татарский народ, оккупирована оккупантом, то, конечно же, сегодня и со стратегической позиции, с позиции деоккупации очень важно, чтобы этот вопрос был законодательно урегулирован, что, к сожалению, мы по сегодняшний день не видим. И это серьезная проблема в нашем государстве. Ну, до останніх новин це повідомлення від заступника міністра реінтеграції пана Єременка. Він сказав про те, що готується закон про корінні народи, що зараз є доручення щодо наробок. Ми пам'ятаємо, що була комісія парламентська конституційна, в яку входили члени Меджлісу, перший президент України Леонід Кравчук, там був робоча група цієї комісії, напрацювала законопроекти, в тому числі і законопроект про корінні народи. Зараз отей законопроект, про який говорить пан Єременко, це якийсь новий документ? Чи є у вас відомості, що це взагалі за закони? Чому не підійшли наробки, які були зроблені за попередні роки? Но на самом деле законопроекты о коренных народах Украины говорят о нескольких законах. Первый — это закон о коренном народе Украины, второй — как рамочный закон, второй закон — это закон о статусе крымско-татарского народа. Ну и третий законопроект — это, конечно же, внесение изменений в Конституцию. То, о чем вы сказали про Конституционную комиссию, то при Конституционной комиссии работала рабочая группа, и эта рабочая группа как раз-таки разрабатывала законопроект по внесению дополнений, изменений в Конституцию с целью определения, скажем, обеспечения самоопределения коренного народа Украины. И здесь, конечно же, эта рабочая группа работала, но мы результаты так и не увидели, и данный законопроект не был вынесен на рассмотрение Верховной Рады. Вы знаете, что там процедура достаточно сложная. Что касается законопроекта о коренных народах, то еще в 2014 году были попытки и регистрировались законопроекты. Я знаю, что была инициатива от партии «Удар». Я знаю, что была инициатива от ряда депутатов, например, Геннадий Геннадьевич Москаль регистрировал тогда 2 законопроекта. Это один законопроект о статусе крымско-татарского народа, другой законопроект был связан, опять же, он такой был уникальный в том плане, эта связь была и с восстановлением прав депортированных по национальному признаку, и в том числе
В нас якась проблема зі зв'язком. Я сподіваюся, що зараз наші редактори відновлять зв'язок. А я поки хочу прочитати вам ось яку інформацію. Ще 22 січня в онлайн-режимі була проведена 18-та сесія Кримського дискусійного клубу, яка носила назву «7 років офіційного визнання кримських татар корінним народом України. Оцінка наслідків та перспектива». І серед питань, які обговорювалися на цій зустрічі, були як передумова ухвалення постанови Верховної Ради, про яку ми вже говорили, державна політика щодо збереження та розвитку етнічної, культурної, мовної та релігійної самобутності кримськотатарського народу, так і законодавче врегулювання захисту права кримських татар на самовизначення. А також був пункт про Курултай і Меджліс кримськотатарського народу в правовому полі України. І наскільки можна скласти враження серед тих тез, які звучали на цій конференції, думок і пропозицій набагато більше, ніж виконаних пунктів. З нами, мені підказує, що відновився зв'язок з Іскандером Барієвим. Пане Іскандере, я хочу спитати, от щодо того, що ми розмовляємо. Як я почула, були законопроекти щодо корінних народів, і от зараз розробляється якийсь новий. Чому ті старі не підійшли? І моє найголовніше питання до розробки того нового законопроекту щодо корінних народів, який був анонсований Міністерством з реінтеграції. Долучені до розробки цього законопроекту представники Меджлісу? То, что мы как раз вы сказали про Крымский дискуссионный клуб, мы и целенаправленно проводили его и посвятили его 7-летию принятия данного постановления и признания крымских татар коренным народом, потому что это важно. Это важные юридические, политические и, соответственно, важные посылы. Я, конечно, благодарен. Мы целенаправленно пригласили и международного эксперта, мы пригласили высокопоставленных чиновников, за что я благодарен за их участие, и экспертов, юристов, международников, и представителей Меджлиса для того, чтобы у нас получилась хорошая дискуссия. Она у нас на самом деле получилась, на мой взгляд. Я честно скажу, что я впервые услышал от замминистра реинтеграции оккупированных территорий, временно оккупированных территорий, о том, что министерство занимается этим вопросом. И насколько, я думаю, это очень хорошо, что мы наконец услышали об этом, что есть хоть наконец тот орган державный, который системно работает и занимается этим. Потому что на основании данного постановления должно было заниматься Министерство культуры. Но я думаю, что мы сейчас плотно войдем в коммуникации с Министерством реинтеграции. А мы со своей стороны, как Крымско-татарский ресурсный центр, я сейчас скажу, что в 2019 году направляли законопроект, разработанный экспертами Крымско-татарского ресурсного центра, непосредственно президенту Украины. К сожалению, мы до сих пор еще не получили ответ. Уже новому президенту, на тот момент президентом стал Владимир Зеленский. К сожалению, мы ответа не получили. Но, конечно же, мы опять же пытаемся коммуницировать для того, чтобы все-таки конструктивно идти к этому вопросу. И я думаю, что здесь в первую очередь сама Украина должна быть заинтересована в том, чтобы урегулировать данный вопрос. Потому что когда у нас с одной стороны есть постанова Верховной Рады, которую уже не так просто будет отменить или отказаться от того, что было принято. С другой стороны, у нас нет законов, которые регулируют данный вопрос. И это действительно является серьезной правовой коллизией в нашей стране. И поэтому мы готовы к конструктиву, мы готовы к работе, мы готовы, скажем, работать над тем, чтобы, учитывая все те проекты законов, которые были, чтобы они легли в основу уже последнего законопроекта, который разработает Минтод и Минреинтеграция, и в последующем, может быть, будет вынесен и самим президентом. Потому что для принятия данного закона достаточно 226 голосов, которые, в принципе, есть. И я думаю, это важный будет шаг и важный посыл для наших соотечественников в Крыму.
Ну, от з того, що ми зараз обговорюємо, ви вже сказали, в тому числі і про згадку щодо кримськотатарської мови в законі про українську мову як державну, яка була прийнята Верховною Радою ще минулої каденції. Дуже чітко в законі прописано, що протягом півроку необхідно розробити та прийняти законопроект, який захищав би розвиток кримськотатарської мови. Зараз ми чуємо, що є якась концепція розвитку кримськотатарської мови, що цим займаються уряд. Але, тим не менш, уряд не є закон. І в законі про українську мову як державну є відсилки якраз на законодавчий акт. Пане Ескандере, чи не здається вам, я просто хочу зрозуміти, що ми зараз спостерігаємо, як оцінювати оце зниження статусу, там, де мова йшла про те, що держава гарантує права кримськотатарського народу як корінного, ми тепер чуємо про те, що розробляється якийсь загальний закон про корінні народи загалом. Там, де є пряма вказівка, що потрібно прийняти закон про мову і захистити мову, нам зараз говорять про концепції. Чи не бачите ви тут таке зниження законодавчого накалу щодо реалізації прав кримськотатарського народу? Но что касается той инициативы, которую проявляет в том числе или в первую очередь Министерство реинтеграции Украины, как раз таки они вышли с инициативы разработки стратегии по защите и развитию крымскотатарского языка и приурочить это как раз таки к десятилетию языков коренных народов, который начинается в 2022 году. Я скажу честно, я эту инициативу поддерживаю. Другой вопрос, насколько будет подход достаточно, скажем, профессиональным. Я думаю, что мы здесь можем помочь с международными экспертами, именно не филологами, именно не языковедами, а именно теми специалистами, экспертами, которые занимаются вопросами развития языка коренных народов. То есть это не филологи, это не обязательно, это должны быть менеджеры и эксперты именно в этой области. И действительно, у Крымскотатарского ресурсного центра есть хорошие в этом плане контакты, коммуникации, мы в этом плане готовы помочь. Теперь, что касается законодательного плана, то в законе о украинской мове там как раз-таки есть ссылки на коренной язык коренного народа. Но там обозначается, это важно, в этом законе говорится о том, что есть коренной народ и есть язык коренного народа. Другой вопрос, что там идет ссылка непосредственно на закон о коренных народах. То есть в том уже новой редакции закона о коренных народах должно быть в том числе предусмотрено развитие крымско-татарского языка как языка коренного народа Украины. Ну и, конечно же, опять же, я еще раз возвращаюсь ко всем этим моментам. Мы много слышим различных заявлений и про триаду, и про там так далее и тому подобное. Давайте сделаем один простой шаг. То есть урегулируем то принятое решение на законодательном уровне, которому уже 7 лет. То есть примем закон о коренных народах. Когда у нас будет конкретный закон о коренных народах, то, я думаю, многие чиновники не будут путаться в понимании коренного народа, как понимается это на международном уровне, и как это понимается, допустим, на уровне Украины. Ведь в Украине нет даже такой дефиниции, закрепленной законодательно. И поэтому для нас важно, чтобы эти посылы, они были четкими. Для нас важно, чтобы чиновники, которые находятся и отвечают за ту или иную сферу, или вернее за эту сферу, они четко понимали, на что они должны опираться. И, конечно же, в основе данного законодательства в первую очередь должна быть декларация о правах коренных народов. И поскольку Украина присоединилась к данной декларации, то, соответственно, мы должны руководствоваться ею, опираться на ее статьи и, соответственно, адаптировать под наши украинские реалии. И я думаю, это будет очень важный шаг, и мы готовы в этом сотрудничать и помогать опытом наших экспертов. Ще одне питання, яке має відношення до політичної суб'єктності корінного народу, це правовий статус Меджлісу і Курултаю кримськотатарського народу, його співпраця, взаємодія з органами центральної влади. Вона відбувається, вона безумовно відбувається, але за рахунок авторитетів лідерів і за рахунок авторитету кримськотатарського народу. Законодавчо це не врегульовано. Що в цьому плані, на ваш погляд, необхідно зробити, щоб Меджліс
Меджліс і Курултай були не просто визнаними, а мали механізми взаємодії, мали чітке місце в українській державній машині. Вот взаимодействие Меджлиса крымско-татарского народа, который является исполнительно-представительным органом Курултая, то есть высшего представительного органа, всегда стояли проблемы за всю украинскую независимость. И одна из форм взаимодействия, которая была придумана еще в 1999 году президентом Кучмой, и своим указом он создал или легитимизировал Меджлис крымско-татарского народа в виде Совета представителей крымско-татарского народа при президенте Украины. Но тогда не было официального признания, как это мы имеем в 2014 году. Но при всем том, этот указ о Совете представителей, он менялся, в него вносились изменения, дополнения, но его никто не отменял. И сегодня действительно существует или действует указ президента Украины о Совете представителей крымско-татарского народа. Но этот указ, опять же, был обновлен после признания Верховной Рады. Поэтому для того, чтобы... Но это не есть окончательное урегулирование данного этого вопроса. Была форма в 2014 году принята, когда был введен статус уполноваженного по вопросам крымско-татарского народа президента Украины. И уполноваженным был Мустафа Агат Джемилев. И, соответственно, тоже одна из форм была взаимодействия с органами исполнительной власти, другими структурами. А сегодня же у нас получается, что де юре у нас остался только Совет представителей, который не работает. А де юре у нас официальный есть орган Меджлис, который, но не урегулировано его взаимодействие. Вот как раз все эти вопросы и должен решить закон о коренных народах. Если будет принят закон о коренных народах, то как раз-таки будет определено место Меджлису и Курултаю, потому что Меджлис он не может рассматриваться как общественная организация, соответственно, на него не распространяется закон об объединении граждан Украины. С другой стороны, нет другого закона, который бы все-таки ввел в правовое поле Меджлис крымско-татарского народа. И поэтому вот именно закон о коренных народах, после принятия такого закона, мы четко будем понимать, какое место занимает Меджлис крымско-татарского народа, и на основании него в том числе будут внесены изменения в закон об объединении граждан, где будет четко определено, что есть объединение граждан в виде общественных организаций, благотворительных фондов и так далее, и могут быть представительные органы, которые непосредственно регулируются уже законом о коренных народах, его формирование. Ну, тут необхідно все ж таки, щоб була розроблена і продумана якраз сфера, в якій неможливо виносити рішення без узгодження з представницькими органами корінного народу, тому що ми про це зараз говоримо. Пане Іскандере, ну з того, що я зараз почула, нібито все рухається в певному правильному напрямку, тому що закон про корінні народи, на нього посилається і закон про мову, він необхідний для того, щоб налагодити взаємодію між представницькими органами кримськотатарського народу та центральною владою, визначити певні сфери взаємодії, комунікації, все це зрозуміло. Але найголовніше, що турбує всіх, це внесення змін до Конституції. У вас є прогноз? Чи дочекаємося ми найближчими роками вирішення цього питання, тому що, зрештою, це і є гарантування прав кримськотатарського народу? Ну, смотрите, я бы не сказал, что мы движемся, потому что мы, я бы сказал, больше топчемся на месте, потому что за 7 лет всего в 2 законопроектах, и то очень так слабо прописаны права коренного народа. Ну, понятно, они не могут быть четко прописаны, потому что самого закона о коренных народах нет. И вот теперь, переходя от этого к следующему этапу, конечно же, когда будет уже закон о коренных народах, и когда в правовом поле будет урегулирован вопрос коренных народов, в том числе и согласование действительно тех действий, которые связаны с недрами, полезными ископаемыми, культурой, там, обычаями, идентичностью коренного народа, они должны, конечно, согласовываться государством с его представительным органом. И это должно быть прописано именно в этом законе. А вот теперь как раз, когда мы уже говорим, в том числе и о праве на самоопределение, где декларация четко говорит, что форма самоопределения может быть разной. И это должен определить сам коренной народ.
Сегодня коренной крымско-татарский народ четко определился, а может быть и не сегодня, а уже на протяжении более чем 100 лет, определился о том, что должна быть, если с 90-х годов мы берем, то крымско-татарский народ определился с тем, что он хочет развиваться в составе независимой Украины в виде национально-территориальной автономии. И точка. И как раз-таки это все четко соответствует унитарности государства, потому что это как раз-таки подходит, специфика этого региона связана непосредственно и только лишь с тем, что на этой территории сформировались или существуют коренные народы. Поэтому вот как раз-таки принятие закона о коренном народе может дать хороший шаг вперед для того, чтобы началась серьезная работа по внесению изменений в Конституцию Украины. Потому что тогда мы будем уже рассматривать автономную республику Крым не как непонятную административную автономию, которая нарушает унитарность государства, а уже как форму самоопределения коренного народа Украины в составе независимой Украины. И это как раз-таки и в том числе защиты прав защиты прав национальных меньшинств. И, соответственно, здесь все вопросы, все станет на свои места. Дякую, пане Іскандере. З нами був Іскандер Баріїв, член Міжлісу кримськотатарського народу, а також голова Кримськотатарського ресурсного центру. Я нагадаю, що ми обговорювали статус кримськотатарського народу в Україні, який був визначений як корінний народ 7 років тому. Перед тим, як передати слово своїм колегам з новинами кримськотатарською мовою, я ще раз закликаю вас підписуватися на наші сторіночки в Фейсбуці, коментувати наші ефіри, залишати свої питання і коментарі. На все добре, друзі!